Одна из ярких особенностей характера абхазской женщины – преданность ценностям и интересам семьи. Возможно, именно эта особенность и позволила взрастить достойное молодое поколение, оставшееся без отцов. Отечественная война народа Абхазии забрала достойных сынов Родины, мужей, отцов, братьев, и ничего не оставалось женщинам, кроме как возложить все мужские задачи на свои хрупкие плечи. А задача у матерей одна на всех – воспитать здоровых, счастливых, образованных детей. У каждой своя уникальная история судьбы, свой тернистый путь. И сейчас, оглядываясь назад, понимают, есть чем гордиться. Благотворительная организация «Керас» запустила проект «Право на отдых» для того, чтобы проявить заботу и внимание к вдовам и матерям погибших. Ведь за все послевоенные годы женщины заботились о семье, напрочь позабыв о собственных потребностях. Для них было организовано проживание и санаторно-курортное лечение в Самшитовой роще. Также организовали экскурсии, чтобы женщины могли насладиться красотами озера Рица и Новоафонской пещеры. В общей сложности 50 человек стали участницами проекта. Когда мы их собирали, приглашали, предлагали эту поездку, каждая из них сказала, что за 30 лет никто никогда их не вспоминал. Для них это было очень трогательно и удивительно, что могут они поехать, отдохнуть и собраться. Они очень подружились. В одну из групп я сопровождала, третья группа. Вы знаете, побывав там, в этой атмосфере вместе с ними, я поняла, что этот проект очень важен и очень необходим. Идея собрать всех участниц проекта за ужином принадлежит соучредителю благотворительной организации «Керас» и автору проекта Наталье Миловановой. Проект «Право на отдых» на первом этапе финансировался из средств организации. Затем реализация продолжилась при государственной поддержке и будет работать впредь. Я многих из вас не видела уже почти год. Первые наши две группы, всего было 6 групп у нас в прошлом году отдыхала в Самшитовой роще. Первые две отдыхали в январе и в марте, почти год назад. Поэтому рада вас очень видеть. Спасибо, что вы оставили свои дела, приехали к нам. Вы приехали со всей Абхазии. Возраст самой молодой, оставшейся вдовой в 20 лет, 50 лет, естественно. Самой взрослой, самой старшей нашей гости 85 лет. Я этот проект придумала, но я не смогла бы, конечно, его воплотить без поддержки и помощи учредителей и сотрудников нашей организации, благотворительной общественной организации «Керас», которая уже 9 лет работает на благо Абхазии. Вечер был полон положительных эмоций, но не обошлось без слез. На экране были продемонстрированы фотографии погибших на войне сыновей и мужей женщин, участниц проекта. У меня муж погиб, и Диверь в один день погибли. Муж герой Абхазии у меня. И они говорят, мы сделали такую программу благотворительную, повезти хотим вас в Пицунду на 5 дней отдыха. Я была, конечно, удивлена. За 30 лет такое вообще мы никогда, ни мои дети, нигде, мы ни в какой программе и куда-то, чтобы нас возили. Я говорю, огромное вам спасибо за ваше внимание. И врачи, и лечение такое, и вообще-то санаторий бесподобный. Я вообще первый раз там. Абрасын ходу, абсын было хансумца, да, а я сейчас сказал, да, рехбабхэ. Вечер украсили творческие коллективы, государственный оркестр народных инструментов имени Утара Хунцария, молодежно-фольклорный ансамбль «Ахиштра», дуэт «Анатрио» и другие.
Женщины знакомились, общались, шутили, наслаждались живой музыкой и пением. Ведь, несмотря на потери и сложности, они сохранили в себе человеческую теплоту и желание поддерживать друг друга. Хоть иногда и забывают о самих себе, но об этом позаботится Керас. Асида Мали, Асмат Гуня, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.